Идут над горами века, историю пишут о каждом. Ты сердце мое оба за что сожмешь рукоятью клинка. Наш путь был суровый, непрост, но снова возвысили знамя. Ладонью раскрылась над нами подаркой немеркнущих звезд. На склонах седого Кавказа, средь гордых могучих вершин, гордо знамя народа Абаза возвышает в руках абазин. Мы находимся сегодня в Карачаево-Черкесской республике, Абазинский район, аул Кубина. Это моя большая родина, малая родина, это моя душа. Когда я нахожусь вне работы, вне туров, я постоянно нахожусь дома, то есть здесь, на Кавказе, у себя в ауле. С детства нас, в наши времена, когда я был маленький, всегда нам говорили, кем мы являемся, прививали нам родную культуру, прививали родной язык. Мы все с детства разговаривали на абазинском языке. Вот. То есть с таким этническим народным воспитанием у нас был очень хороший порядок. Я начал заниматься творчеством, когда я ближе начал, вообще тесно очень начал сталкиваться с абазинской культурой, с абазинским фольклором. То есть тогда я понял, какая вообще проблема стоит и вообще что надо развивать. Сегодня это очень такая глобальная проблема, то есть сохранение культуры, сохранение языка. И вот я тогда задумался, что надо уже что-то свое вносить, то есть песни выпускать на родном языке, потому что без культуры нация не может существовать. Я по национальности абазин, проживаю в ауле Псыж Абазинского района по улице Кунижева, дом 98. Все знают мой адрес, все знают, все приезжают, все музыканты, которые у нас работают, играют на гармошках, на барабанах, на трещотках. Адрес все знают, приезжают. Каждый день вот у нас люди, музыканты со всеми инструментами, с своими болячками. И помогаю, как могу, максимально, чтобы музыкант ушел уже довольный, радостный со всеми инструментами. Отец у меня был печатником, он работал в типографии, газеты печатали. Он после работы гармошки делал. Человека нельзя заставить что-то делать. Если у него это нету тяги к этому, нету желания, вот нету в крови. Вот у меня, я вот полностью до молекул, до атомов, не знаю, вот в организме, в крови, вот я люблю музыку, вот я люблю инструменты. Вот когда мои сверстники играли с игрушками, я с гармошками играл дома. Честно, вот от души вот радуешься, что у нас есть возможность эти песни, эти мелодии не забывать и потихонечку вот передавать поколению, которое вот сегодня, вот, которые берут гармошку, которые учатся. Потому что у которого сейчас вот молодой гармонист учится, он будет сразу же играть свои мелодии. Если он там, абазин, он будет абазинский, в частности, стараться, чтобы все мелодии освоить и красиво играть. Там черкесские, карачаевские, нагайские, русские, без разницы. Если они потеряются, то народ потеряется. Народ сложен из культуры, искусства, из традиций, из обычаев,
из Хябза, говорят, ну это Даганамыс, Хябза, вот полностью, вот когда это все есть, оно не теряется и передается из поколения в поколение, то народ живет, радуется. А если это все потеряется, народ, это уже не народ будет, оно просто исчезнет. Сейчас мы находимся в Республике Абхазия, в городе Сухум, в Государственном историческом музее Абхазии. Это моя родина, историческая родина. Но надо сказать, что даже не просто родина, это колыбель нашего этноса, нашего народа Абаза. Меня всегда тянуло сюда, на родину. Наш народ изначально назывался ашуйцами. И вот мы сейчас, те, кто представляет абазины, абхазы, убыхи, это народ Абаза, который, ну, не хочется говорить, но осколки ашуйской цивилизации. Наша страна простиралась на большие территории, занимала огромные территории на северных склонах Кавказского хребта, северо-западе, и на южных склонах, вплоть до Анапы. Это действительно райская земля, вообще Кавказ. Это территория, которая привлекала не только путешественников, но и завоевателей. И, к сожалению, народы, проживающие на Кавказе, и в особенности народы при Черноморье, да, всегда были предметом нападения и военных стычек. Римляне, византийцы приходили, арабы приходили. Вот знаменитое сражение у стен Анакапии, когда арабское войско окружило цитадель Анакапийскую, стояла несколько месяцев под Анакапийской крепостью, но все-таки абазги вместе с апсилами отбили арабов, и им пришлось уйти, вернуться назад. Таким образом, они пресекли переход арабского войска дальше в Европу. То есть история могла бы повернуться совсем иначе, если бы здесь абазги и апсилы не отбили арабов. Мы находимся в родовом доме Экзековых в селе Красный Восток. Очень доброе, очень красивое село с уникальными такими настоящими традициями. Как известно, все, что в человеке хорошее есть, все самое прекрасное, все исходит из семьи. А семья такая светлая и добрая благодаря тем традициям, той культуре, которые несли веками и тысячелетиями наши предки. Первый круглый стол, который мы организовали лет 15 назад, это как раз был круглый стол на тему сохранения языка как сохранения этноса. Вот. И там было понятно, что не только язык, но еще и смываются грани культурных таких традиций. Нужно было очень активно за это браться, вот, что мы и сделали. По сути, создали команду Алашара. 10 лет назад я собрал где-то человек 200, да, там, молодых ребят. Я вот так в глаза смотрел ребятам. Я глаз не видел. Они были пустые абсолютно.
Мне было очень тяжело на это смотреть. Но эти же ребята, значит, взяли в свои руки лопаты. Мы полностью отремонтировали десятки километров, значит, дорог в селе. Всего-навсего я им дал там технику дорожную. Они все научились, значит, этой профессии. Там малоимущим там строили, там помогали там, заборы, ограждения и так далее. То есть такой процесс пошел, и сегодня в каждом населенном пункте есть, скажем так, свой фонд, где люди собирают деньги на следующие проекты. Где-то парки воссоздают, дома культуры, значит, воссоздают, реконструкции делают. То есть люди, которые ничего не делали в какой-то период времени, сегодня они готовы брать в свои руки такие интересные, серьезные, значит, задачи и их реализовывать. На данный момент мы с вами находимся в прекрасном офисе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Это общественная организация с очень большой историей, которая была основана в 1992 году. Ну, если коротко говорить об этой модели, то это сеть региональных и местных представительств по всему миру. Это Турция, Иордания, страны Европы, США, Россия и в других странах. Основная цель и задача наша — это объединение всего абхазского, абазинского народа и убыхского народа. Но для того, чтобы объединить, мы должны знать, скажем так, каждого человека, каждого представителя нашего народа в лицо и знать, чем каждая абхазская, абазинская семья живет. Во многих странах, уже более 50 стран мира, где проживает наша диаспора, и большинство знают, что историческая родина Абхазия, но самое главное, где бы ты ни проживал, где бы ты ни находился, одна из основных целей, помимо объединения народа, это является именно развитие и сохранение своей культуры. Таким образом, ты транслируешь всему миру, что есть такой прекрасный народ с очень большой историей, с очень таким интересным и сложным языком, с очень интересными обычаями, и про кодекс Апсвара, Абазара. То есть наша основная цель — объединение народа для того, чтобы показать всему миру, что есть такая прекрасная культура, которой мы готовы делиться, где бы мы ни находились. Последние годы, в истории пишут о том, что абазины перешли Кавказский хребет где-то в средние века, может быть, там чуть позже. На самом деле, я уже говорила, что ашуйское государство простиралось на огромные территории, вплоть до реки Кубань. И об этом также говорят и археологические раскопки, и дольмены. То есть дольмены при Черноморье, они датируются где-то серединой третьего тысячелетия до нашей эры. А дольмены, найденные на территории Северного Кавказа, то есть проживание абазина, они датируются тысячелетием позже, примерно второго тысячелетия середины до нашей эры. Это говорит о том, что культура распространения была очень велика. То есть мы проживали и на северных склонах Кавказского хребта, и на южных склонах. Многие говорят, эти Кавказские горы нас разделяют. А я всегда говорю, эти горы нас всегда объединяют. Наши предки всегда пользовались перевальными путями. Санчарский, Марусский, Белореченский перевалы, Клухорский и так далее. И по этим перевалам спокойно ходили друг к другу в гости, перегоняли табуны. То есть это было настолько все обыденно и просто.
И село иду. Мы находимся в столице Республики Абхазия, в городе Сухум. На берегу, прямо вот у подножия нашего Абхазского драматического театра. Одно из самых узнаваемых, это вот как озеро Рица, вот также, ну, для людей, которые интересуются культурой Абхазии, это место узнаваемо. Очень многие узнали Абхазию, в принципе, от наших выступлений. И нам даже часто здесь признаются об этом. В древней Спарте некрасивых и тупых мальчиков сбрасывали со скалы, а умных и красивых забрасывали в горы, в Абхазию. Привет, мы абхазы! На здоровье! У высоких гор Кавказа издревле живут абхазы. Мы с Россией много лет, и у нас акцента вовсе нет. В своем Абхазии абазины это один народ. Там, естественно, несколько веков тому назад судьба разделила наши, там, какие-то события разделили нашу общую судьбу, и мы сейчас находимся одни за этой частью хребта, другие за той частью хребта. Но, в принципе, мы говорим на одном языке, в традициях, в обычаях. У нас практически полная идентичность, ну, за исключением, что там абазины могли перенять что-то у черкеса, потому что это тоже наш братский народ, в принципе, и поэтому и наш быт тоже схож. Я родился в ауле Старокувинский, в Карачаево-Черкесии. Но у меня мама абхазка. Ну, абхазы и абазины, они родственные. Это одна нация, просто разделенная северным этим хребтом, перевалом, в общем. Я бы сказал двумя словами, это мне кто-то говорит, наши нации в двух словах, он говорит, разделенные перевалом. То есть мы и там живем с юга, и вот на северной стороне. И я и там был, и там. Лето я проводил в Абхазии, а большинство времени здесь учился, жил, впоследствии работал в КЧР. Поэтому я как бы впитал две культуры. Ножами я занимаюсь давно, с детства. У меня один дядя был кузнец, прямо в колхозе в кузне работал. А второй дядя по матери был, не был кузнецом, но у него дома мастерская была. И он всю утварь, тяпки, лопаты, топоры, телеги даже делал. И когда летом я проводил в ауле время, я это все видел, помогал ему всегда. Практически в 6-7 лет я первый свой нож сделал. И для абазинов это это даже не нож, это немножко больше, это как друг, как без ножа, вот представьте, в горах, чабан, будь охотник, что там делать без ножа, да вообще ничего. И так тоже раньше же скот постоянно пасли, где-то шкуру разделать, там животное надо забить было, порезать, разделать. Это всегда нож был, а то и два носили. Традиции наших предков не умирают, и не хотелось бы, чтобы они забывались. В современном мире это, если все затеряется, как говорится, если ты не знаешь и не помнишь своего прошлого, то у нации нет и будущего. Говорят, абазинский язык трудный. Это как притча во языцах. При этом не говорят, не спрашивают, для кого он сложный. Ребенок, который родился в абазинской среде, вырос, никто его не учил, он по природе, как и все мы восприняли, для него нету никакой сложности. Он разговаривает, как разговаривает, нормально, как и все.
Да, он сложный, он трудный для постороннего человека. Потому что давайте даже если с русским языком сравним, поскольку это как-то более понятно, и то, и другое. Если в русском языке более 40 фонем, в абазинском языке более 80 фонем. Язык формируется вместе с народом, консолидация народа есть. Вот, например, у нас в абазинском языке 2 диалекта, топанский, ашхарский. В каждом диалекте по 2 говора тоже. Они все когда-то, ну, в принципе, почти одинаково говорили. То же самое в абхазском языке. При этом с нами абхазские и абазинские языки очень близкие. Но говорят обычно это народы, языки, которые разделили одну головешку с одного очага. То есть вот с одного очага ушли. Язык формируется по мере того, как человек становится человеком, общество становится обществом. И язык неотъемлем от самой жизни. Все, что мы, многое чего мы забыли, язык сохранил. И сегодня в России многое делается, чтобы помочь развитию, чтобы сохранить языки. Потому что по всему миру, не только в России, идет вот этот страшный процесс исчезновения языков. В Конституции прописано, что все имеем на всех языках учиться, разговаривать. У нас очень много денег государство тратит на проведение вот этого изучения родного языка. Таких у нас где-то около 80 языков по всей России. Где-то это язык обучения, где-то это просто изучается как предмет. По идее, рассказывать, можешь рассказать. Это должен характер. Да? Давайте тоже посыпать. Вперед, вперед. И выше, ноги вперед. Будешь халву? Давай. Татара-татара-татара-там. Татара-татара-татара-там. Ну, у меня родители, давно они основатели Народного абазинского театра. И когда я уже начал ходить, они меня использовали. Ну, там роли давали маленькие такие эпизодики. И я вот так принимал участие. Еще дома они учат текст, там вот это сидят, репетируют. Я это все вижу. И потом подрос и сам поступил учиться. У меня родители, и бабушка, дедушка. У меня древо смотрю, у меня абазины. И у меня отец очень знаком с фольклором, потому что он достаточно взрослый, ему 75 лет. И он всегда интересовался. Он ездил в разные аулы к старейшинам, записывал. Он интересовался, записывал. Именно фольклор абазинского, не только там песни, но и хореография, какие танцы были, какие движения были, как, куда, что можно, какие песни. Когда там скот выгоняли, когда пригоняли, когда какой-то праздник был. Он это все узнавал, записывал. И сейчас, я даже говорю, хорошо, что он сейчас у меня есть. Вот даже вот этот праздник делаю, у меня вот трудности. Я не знаю, допустим, какие-то моменты, я у него интересуюсь. Какие песни там могли петь? Вот там наряжают какую-то куклу, какая одежда была, что. Он все детально знает. Тут у них не было, кажется, реквизита. Перед тем, как он поинтересовался, как тебя зовут, он достает халву, дает ему, только потом интересуется, как тебя зовут. Меня Саша, и вот так. Тем самым я еще показываю, что мы, наши старшие, они передают младшим. Мы в одной республике живем. Даже если не в одной республике, даже если не в одной стране, на одной планете мы живем, мы должны проявлять уважение, приглашать. А если я вот так окружу себя, это как деградация, наверное, какая-то пойдет. Общение, вот это, куначество, не знаю, поделиться едой, танцами, вот это я хотел показать.
Сила, так скажем, в единстве. Если мы будем едины, это будет сила. Я пою, выступаю, песни выпускаю, на концертах выступаю. А также я профессионально выступаю по ММА, боям. Если даже посмотрите, где я на бои выхожу, у меня всегда флаг, у меня всегда там речи, не знаю, музыка. Хочу показать вот свой народ, чтобы знали. Вот это моя задача. Ну что там? Вот, допустим, срок, я даже не знаю, какой у меня есть. Хотя бы за этот срок я должен что-то успеть, след какой-то оставить. Что-то хорошее сделать, не знаю. Естественно, будучи гражданами в то время уже большой, сильной страны, Советский Союз, абазины и абхазы встали на защиту своей родины. На тот момент абазин насчитывалось 14 600 человек, ну, около 15 тысяч. Около 5 тысяч наших мужчин ушли на войну. Это большой процент. И примерно половина из них погибла. Для нас это большой, очень большой урон. Абхазы тоже, естественно, встали как один, и все, кто мог держать в руках оружие, ушли на войну. У нас один герой Советского Союза. У абхазов тоже очень много героев Советского Союза, которые и летчики, и танкисты. То есть мы внесли тоже свой вклад в дело победы. А это означает лучше сохранять язык, задача поставлена массовое вовлечение, буквально вот всю молодежь мы вовлекаем в спорт. Ответственность – это связь, все, что происходит с человеком вокруг. И, наверное, ответственность формируется именно на чувствах любви. Любовь к семье, оно как бы потом начинает распространяться и в любви к своим друзьям, в любви к своему народу, в любви к своей стране, к своей родине. Когда я говорю о человеке, когда я говорю об абазинах, будьте уверены, что я говорю на самом деле в целом о русском мире, я говорю о нашей стране. Потому что мы же все хотим, чтобы наши дети, мы хотим жить сами, чтобы жили наши дети и наши внуки и правнуки в будущем, чтобы они жили в стране, значит, которая будет настолько сильной, что ни одна другая страна в нашу сторону не посмотрит, я не знаю, с какими-то там, даже злыми глазами. Не говорю о том, что там попытки там что-то влиять на внутреннюю политику, там, смены власти и так далее. Не дай бог. Лапочку не обманешь, лапки ахлажапу, Я родом из аула Хабез. У меня отец черкес, естественно, я черкешенка, мать абазинка.
Я 46 лет живу в этом ауле. Это аул моей матери. Мы работаем в женсовете. Многие скептически относятся к этому, не верят. Неужели вы хотите вернуть вот эти старые традиции? Ну ладно, пусть этот человек не верит, но другой-то нам поверит, третий нам поверит. Если из 10 человек хотя половина, мы зароним в его душу какое-то зерно, что уважение к старшим, быт вот свой в доме какой-то, должен быть порядок в доме. Дети должны знать свое место, старший должен знать свое место, он должен знать, как относиться к младшим, как их учить. Самое главное — воспитание в семье, я думаю, так. Все оттуда идет из семьи. Это можно и в школе учиться этикету, там, можно и где-то в других организациях, но само воспитание, как вот отец с матерью воспитаны, тоже это дети, это пример для детей. Такие дети же и будут. И вот мы этим и занимаемся. Хотя бы вот эти крупицы, что у нас еще остались, сохранить, показать. Вот сегодня для чего мы здесь сидим, вот эти народную кухню показать, передать. Пусть молодые научатся. Вот наша цель такая. В основном люди занимались земледелием и скотоводством. И все, что оттуда можно взять, что можно приготовить, то у нас и на столе было. Молочная кухня, мясная кухня, ну, разные варианты, естественно. Но я скажу, что хлеб из пшеницы у нас был редкий гость на столе, потому что мы в основном питались кукурузными зернами кукурузы, делали различные продукты из него, чуреки, пасту делали. На этой площади 11 гектаров земли несколько лет тому назад, еще будучи главой администрации села, я как-то изучал в интернете лучшие бизнес-идеи. Хотелось какую-то новую идею внедрить в село для того, чтобы люди, кроме своих традиционных видов сельхоздеятельности, занялись бы чем-то более уникальными, более непохожими для нашей местности делами, но более, которые сейчас востребованы в сегодняшнее время. Вот на этой площади я посадил фундук. Честно говоря, эта тема и моя боль, и моя гордость, и моя радость. Боль, потому что где-то смотришь, какие-то были большие ошибки, отсутствие полива, какие-то ошибки в агротехнике, ошибки в подборе сортов, и много саженцев погибало, ты не знаешь почему, а хочется развития, а смотришь, он высыхает. И только потом с годами ты начинаешь, получаешь тот опыт, который позволяет тебе сохранить ту тему, в которую ты погрузился с головой. И фундук начал расти. По национальности я абазин. Мама и папа родом с этого села, с Красного Востока. Но родился я в Ставропольском крае. Соответственно, во времена советской власти, советского периода, папа работал по распределению в совхозе овцеводческом. И мы много лет прожили в Ставропольском крае. Там я закончил 8 классов, а потом уже переехали в город Черкесск. Поэтому с русским языком проблем никаких у меня нет. И в дальнейшем учился в Центральной России. Ну вот, всегда была тяга к этому месту, к нашим родным местам. В моей ситуации я здесь не вырос. Ну, как-то это все пропиталось генетически во мне. Поэтому лучшего места для себя в жизни никогда не чувствовал, не знал и не видел. Находился в разных регионах, уголках нашей большой страны. Но, честно говоря, всегда считал, что дома лучше. У нас здесь есть все. И горы, и реки, и леса, и любые птицы, и звери. Весной здесь вообще очень прелесть. Недалеко река, соловьи, птицы. Здесь такие песни. Вот я часами сижу в этом месте, где вот сейчас мы стоим, и просто сижу и слушаю пение птиц. Смотрю вот на эти просторы, на пасущихся лошадей, на бродячий скот. Великолепно.
Что нужно еще для жизни? Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Однозначно в селе, в аулах язык выживает. Лучше сохраняются традиции. Старшее поколение активно работает и со школами, и вообще вот в своем кругу общения по соседям, по родственникам. Мы всегда говорим и говорим, что сохраняйте свой язык. Сам абазинский язык, вот мы часто говорим об конкретных словах, и большей частью удивляемся, что слово абазинское как некий код. Одно слово состоит из двух, из трех слов составляющих. Например, щека. Щека. На абазинском языке дзамюа, дорога слезы. Амюа, дзамюа. Понимаете, очень удивительно, когда ты говоришь это сотни, тысячи раз, не обращаешь внимания, а потом ты сидишь и как-то раз, слушай, так здесь же 2 слова, потом 3 слова. Одно из слов, которое я очень мучился, это вот подмышечное место. На абазинском языке означает напсаргбаца. А потом вот сижу и думаю, рассуждаю, думаю, это рука, г это сердце. Думаю, да что-то как-то не клеится, не получается. И хотя у нас не принято с собеседником вот в такую позу вставлять, я просто покажу для сравнения. Я вот в такой позе остановился, а потом руку опустил, и когда увидел свою руку, честно говоря, я обомлел от того, что загадка была решена. Ладонь, только эта часть может зайти под твое сердце. И получается дословно расшифровать ладонь, часть руки, находящаяся под твоим сердцем. Когда ты узнаешь, как он сложно формировался, очень больно, когда он теряется. Ведь до конца еще язык наш не изучен. Богатство и глубину этого языка. Вот то, что я привел по ладони. Вы представляете, сколько можно таких трансформаций изучить? Любовь к кино она с самого детства, еще с того момента, когда я читать начал. Когда я читал, у меня мозг так устроен, что я именно видел картинку. Ну, есть у кого, кто читает, видит букву, а есть кто читает и видит картинку сразу. Вот я сразу видел картинку, и я иногда даже не мог вспомнить, вот я прочитал книгу или я фильм смотрел. И вообще национальный интерес у меня с детства начался. То есть получилось так, что это как параллельно развивалось. Я с детства любил книги читать, смотреть фильмы, но у меня отец про абазин показывал статьи. Вот эта абазинская история, она давно меня интересовала, и, естественно, первые вот эти вот такие вот клипы, ролики, они так получились, что вот на эту тему. Идея возникла, когда мы решили фильм снимать. Они сказали, алашарасы попросили, про что мы будем снимать, вот что ты видишь. И я взял 2 или 3 сказки, предложил, вот сказал, вот эта сказка, и плюсы и минусы разложил, и там консилиум был, все сидели, решали, в итоге выбрали мы 3 брата. Вот так это и получилось. Значит, она изначально называлась «Как 3 брата обманули князя», вот, но я не собирался ее полностью экранизировать, как она там есть. Это было бы для современного зрителя, который искушен, уже избалован Голливудом, это было бы скучно для него. И я взял за основу ее и полностью ее адаптировал. То есть, ну, процентов там, наверное, 20 осталось от сказки. Сюжет как бы основной, что вот у братьев украли коня, и они пошли его искать. А дальше я уже там что-то оставил, что-то свое полностью придумал, добавил экшена. Мы же на абазинском звуковую дорожку полностью делали, потом на русский язык надо было еще полностью сделать. То есть у нас, получается, двойная работа была, абазинская, русская дорожка. Он снимался и на абазинском языке именно по этой причине, чтобы люди смотрели этот фильм и слышали свой родной язык, и даже какие-то вот необычные слова, которые там могут быть, мы еще специально сделали субтитры на русском языке, на английском языке, чтобы вот в Турции есть очень такое немаленькое количество махаджиров, которые туда уехали, и они еще помнят абазинский язык. И всегда я слышал вот от взрослых,
вот, там, у Абазин даже своего фильма нету, там никто про Абазин и фильм не снимет. То есть я все время слышал вот эти вот жалобы, что некому про Абазин или для Абазин снять фильм. Вот. И ну, так получилось, что я снял этот фильм. Это помещение у меня как мастерская по изготовлению, ремонту, как говорят, реставрации национальных ударных инструментов вообще. Ну, в частности, сейчас даул. На Северном Кавказе даул называется. Танец и песня без даула, без трещотки, без гармошки – это аккомпанемент. Аккомпанемент на свадьбах, в любых ансамблях. Это самый нужный инструмент. Он обогащает, как говорят, поднимает танцоров, дух танцора. Если он барабан слышит, гармошка. Когда вот оркестр мы играем, в оркестре у нас 12 человек. Если 12 человек там бас-гитара, ритм-гитара, вот это клавишные, ударная установка, 3 даулиста, 3 гармошки. Когда играют, там подпрыгивать будешь, не то что танцевать. Раньше вот делали из кожи, особенно козлиной кожи делали. Кожу выделывали сначала, обчищали, все как положено. Но кожа боится сырости. Чуть-чуть пасмурно, она уже садится и не звучит. Звучание даула зависит от корпуса. Ровненький корпус, внутри усиленный. От веревки вот это, что протянуто. Веревка должна быть крепкая, не чисто белевая, а капроновая. И внутри еще, помимо оболочки, вот плетенка, протянутая внутри. За счет этого она на растяжку крепкая. Если сильно не будешь его тянуть, звучать не будет. Ayşiri su kuşandas, spıla hoca apsınra, sarasnapka ukşavanda, ugoda skılon svazara. Ayşiri su kuşandas, spıla hoca apsınra, sarasnapka ukşavanda, ugoda skılon. Вообще солнечные страны, они все поющие. Хотя в России очень много поющих, правда, там просто много низких голосов, так как это, как это сказать, там холоднее, а здесь теплее. Там, где тепло, более высокие голоса. Наш коллектив образовался спонтанно, можно сказать, чуть больше года тому назад. В коллективе вот со мной еще 2 ребят. Аляс Абухба, Нугзар Какали, он тоже, почему я тоже, и вот Нугзар, мы учились в Московской консерватории, жили более 20 лет там, и когда уже пандемия началась, мы сюда вернулись, преподаем в музыкальном училище. И вот Нугзар предложил, говорит, давай попробуем. Старые забытые песни возобновили в новом веянии, как-то по-своему освежили, можно сказать так. И мы стараемся углубляться в источники, чтобы это как в оригинале,
и текст был правильный, и мелодия правильная, а гармонию можем менять. Ну, у нас большой репертуар в Абхазии, песен очень много, и забытых, и старые песни, да и новые, если по-своему делать. Помимо абхазских песен, у нас в репертуаре итальянский, испанский, русский, это уже в дальнейшем будем дальше двигаться и делать. И кому таз хаша ажака, шавуску пара. Море ласкает берег твой, горы склонились пред тобой. Где на земле есть край такой, что ты мне ответишь, шар земной? Нет, не пытайся отыскать море, что может так ласкать. Гор, побелевших навсегда, не найдешь нигде и никогда. Есть на планете земля моя, и не гордится, не вправе я. Край мой любимый Абхазия, песня тебе моя. Край мой любимый Абхазия, песня тебе моя. Мне было 13 лет, когда я впервые вышел на сцену. Это был достаточно такой уже серьезный уровень тогда, потому что была организация у нас, есть она на сегодняшний день, Алашара, которая вот в те времена очень серьезно стояла на развитии абазинской культуры, на развитии абазинской молодежи, и был проект «Абаза песни». И несколько лет проводился этот проект, и он выявил как бы очень много талантов нашего народа. И вообще эти таланты на сегодняшний день вот и по Кавказу, по России показывают свое мастерство, свой талант. Очень мощные ощущения были, мне очень понравилось. И вообще я помню реакцию тогдашних зрителей, то, что я смог зажечь публику, смог зажечь народ. Это осталось в моей голове. То есть и я был уверен, что в будущем могу это сделать. И на русском, и на абазинском есть у меня песни, но сегодня вот стоит такая тема, что по России начали треки хорошо продвигаться, популярность продвигаться. Чтобы эту волну не упускать, я как бы для ресурсов, и вообще мне нравится то, что я делаю. Я думаю, что в будущем еще я вернусь к абазинскому фольклору. Но сейчас надо делать дела глобальные. Не скажу, что наша культура не глобальная, но сейчас чуть я занят, и я вернусь обязательно. С новыми силами, более широкими проектами, даст Бог.
где-то расстояние, хоть и небольшое между нами, да, и столько лет прошло, где мы даже нормально не могли там друг с другом видеться, пересекаться, естественно, оставило свой след там. Мы не знаем нормально друг друга, единицы, кто знает. И, естественно, этот вот конгресс, это вот для того, чтобы приобщить наши народы к единому целому. Не то, что приобщить, а попытаться провести вот эти вот источники, ручейки, чтобы была связь между нами. Для нашей страны в целом и для будущего народа Абаза я вижу такой хороший путь, что и для наших соотечественников за рубежом, мы же занимаемся не только в Абхазии, мы занимаемся соотечественниками за рубежом, и там тоже этот метод наш хорошо работает. У нас будет возможность не только передавать культуру русского мира, куда входим мы все, увлекать через наших соотечественников за рубежом и в Турции, и в Европе, и в Иордании, и в Сирии, и везде. И у нас будет возможность в общем, строить для друга мосты, что мы можем иметь возможность даже выбирать, чтобы соотечественники, если захотят, лучшие умы, чтобы возвращались на родину, чтобы развивать исконную, как говорится, там, родовые вот, земли. Иногда я задумываюсь, да, вообще, зачем создано столько народов? Ну зачем? И мы постоянно находим точки для того, чтобы повздорить, да? Вот вместо того, чтобы изучать друг друга, восхищаться друг другом, да, мы почему-то находим, а я лучше, а мой народ красивее, а мой народ древнее. Там. Вообще самая лучшая национальность – это человек. На самом деле Россия такая многообразная страна, и в этом ее богатство. Вот иногда мне хочется, чтобы все, вот была одна национальность человек, мы все разговаривали на одном языке, а потом думаю, ну это же будет неинтересно. В этом плане Россия, наверное, самая многонациональная, самая богатая страна. И не только в этом плане. Ну, я думаю, что каждый человек гордится своим народом, своим тем народом, от которого он вышел. Не будет такого человека, который скажет, я не хочу быть там с кем-то. Вот он есть, вот, например, абазин, вот, он будет гордиться, что он абазин. Если черкес, он будет черкесом. Там, карачавец, русский, без разницы. Я хочу, чтобы просто вот, такое пожелание для всех нас, чтобы каждый народ гордились, что они есть. Потому что каждый народ внес свою лепту, свою историю, свой вот, такой вот мощный вклад в развитие всего искусства, всей культуры в целом. Я думаю, что в этом сила России, что мы все гордимся своим народом, со своей национальностью, где мы живем именно вот в мире, в дружбе, в одном государстве, которое называется Россия. На мой взгляд, объединение народа вот, начинается именно вот с этого, то есть совместной деятельности, когда ты стоишь рядом со своими соотечественниками, которые делают, реализовывают какой-то проект, не разделяя там на политические взгляды, на религиозные взгляды или какие-то другие. И с этого момента начинается понимание того, что совместными усилиями, стоя рядом с друг другом, можно реализовывать вот, проекты, начиная там от, скажем так, установки детской площадки до постройки дома. Люди все похожи. Мы все имеем 2 руки, 2 ноги, 2 глаза и так далее. Но есть какая-то определенная у каждого своя уникальность. Поэтому эту уникальность даже в языковом именно моменте ее нужно сохранить. Цветы красивы тем, что они разные. Этот цветок по отдельности, каждый, нужно сохранить. Если будут одни ромашки, да, это будет красиво, но не так, как это было бы в соцсети, многообразии, вот то, что вы сейчас видите. Так в нашей стране, так в нашем мире. Россия богатая национальностями, вероисповеданиями. Это очень, я не знаю, красивый показатель, потому что мы все вместе уживаемся. Это дает понять всем, что мы дружный народ России.
то, что мы вместе сплочаемся в нужные времена. То есть я думаю, что эта сила, вот эти все культуры же, они переливаются везде, всегда, и как бы мы все друг с другом разговариваем, общаемся, и каждый человек какую-то свою лепту вносит в развитие какого-то человека. И вот я думаю, что вот это сила, большая сила на самом деле. Мы абазины живем на высоких горах, мы абазины живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Мы абазины живем на высоких горах, мы абазины живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Если хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Вкусным запахом пахнет бараний шашлык, значит жарил его Абаза. И холодным баксамай наполнен кувшин, значит он тебя угостил. И холодным баксамай наполнен кувшин, значит он тебя угостил. Абаза на свете превыше всего, гостеприимство закон вековой. Дети гор мы адатами предков живем, всех друзей на праздник зовем.